Стабильность и жизнеспособность государства определяется прежде всего нравственностью и духовностью населения. Как обстоят дела с этим у нас в стране? Как построить крепкое и благополучное в социальном отношении государство? Куда и почему утрачиваются культурные традиции, служившие моральным якорем? Представители общественности попытались дать ответы на эти вопросы на встрече за круглым столом. Но как донести это до людей, до общества, где в последнее время самосуд стал неким инструментом решения проблем? Церковь Абхазии обеспокоена происходящим. Именно поэтому иерей Виссарион Апля призвал представителей абхазского духовенства и общественности высказаться. Противостояние между всеми государствами мира есть в нашей абхазской действительности, но это не значит, что мы должны против себя внутри устраивать какие-то такие противостояния, доходящие до абсурда, до какого-то непонятного. И поэтому сегодня церковь взяла на себя такую обязанность об этом поговорить. И я надеюсь, и живущие с нами здесь народы, немало их, и они видят, что мы, носящее имя этого государства абхазского, наши поступки, наши вот эти противостояния внутренние, они не радуют никого. Недавние события, повергнувшие в шок граждан страны, показатель состояния нашего общества, говорят участники встречи. Вопросы, связанные с решением подобных ситуаций, нужно решать совместно, отметила председатель движения матерей Гули Кичба. То, что сейчас происходит, вот это самое постыдное средневековье, вот как будто мы возвращаемся к средневековью. Конечно, у нас кровная месть существовала. Но от этого мы 21 век, мы же от этого ушли, уходим. Есть, слава Богу, законы, которые должны решать эти вопросы. И если власть крепкая и мы законопослушны, то, наверное, в этом отношении, я думаю, надо вот тут вот направить все свои усилия. Общество должно порицать такие поступки, как месть и самосуд, отмечалось на встрече. Здесь очень важную роль играют и правоохранительные органы. Представитель Народной партии Абхазии Якуб Блакоба считает, что все наши проблемы начались в послевоенный период. Именно тогда в Абхазии начала распространяться наркомания. И события сегодняшнего дня производные от этого фактора, считает он. При этом важно учесть, что наркоманам нужна помощь общества, а чтобы искоренить проблему, нужно бороться с распространителями, считает юрист Зураба Ачба. Идею обсуждения данной проблемы Абхазской православной церковью депутат Сергей Шамба считает полезной для общества. Многие вопросы, о которых идет речь, возникли из-за несовершенства самой политической системы, уверен Шамба. К сожалению, мы долгие годы после войны больше занимаемся политическими внутренними вопросами, и вся наша энергия уходит на вот эти вот противоборства разных сторон. Я не за то, чтобы было единомыслие в стране. Конечно, должны быть разные взгляды, разные политические силы должны предлагать свое видение развития. И это должно служить прогрессу и развитию нашей страны. К сожалению, мы этого не видим. Сложные ситуации в Абхазии во все времена разрешались при помощи старших, но эта традиция постепенно утрачивается. Представители духовенства убеждены, что большинства проблем можно избежать при наличии веры. Верующий, неважно какую религию он исповедует, никогда не решится умышленно причинить зло человеку. Раньше, если такие события случались, то всегда старшие родов, старшие фамилии разбирались между собой и все это дело улаживали. Ну, смотрите, сейчас, когда правильно говорят, когда вот эти люди пошли, значит, сжечь, что, не знали старейшины этих родов? Что, не знали? Значит, почему это так получилось? Это о чем говорит? Что вот это вот влияние, оно утеряно у нас. И вот это надо сейчас нам возобновлять, усиливать, понимаете? Участники круглого стола высказали убежденность в том, что только ужесточение закона может дать положительный результат. Если мы не пойдем по пути самоочищения, любая власть будет бессильна, отметили они. Сима Аргун, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.